Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Как меня слышно, господа? Как меня слышно? Хорошо вижу. Как меня слышно? Скажите мне, как меня слышно? Скажите мне, как меня слышно? Как меня слышно? Эхо, да? Эхо, да? Теперь как меня слышно? Раз, 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 раз. Сейчас тоже эхо? Скажите мне. Норм. Супер. Так, рад всех приветствовать. Опять у нас хорошие новости. Сегодня 24 января 2020 года. И рад с вами снова я, Аслан Арцуев. Рад сегодня вам сообщить хорошие новости. Спасибо, персона нон грата. Так, ассаламу алейкум. YouTube канал говорит ва алейкум салам. Так, массарга саламду, массак, массера сюрдика. Всех приветствую, всем доброго вечера. Немо, ва алейкум салам. Хамзат Келу, ва алейкум салам. Всех приветствую. Давайте чуть-чуть подождем и начнем. Так, салам Аслан и чеченскому народу. Приветствую, Марк. Орлова, приветствую, красавцев. Приветствую, Елена. Ночь обар Аслан и Фоня Долсурт Мичах Карор Дартиш. У меня ночь обар, он спрашивает сзади то, что у меня фотография, где ее можно найти. Ее можно у меня же на канале в разделе сообщества. Вы можете найти вот эту фотографию, ну и сделать скриншот, если вам она нужна. С удовольствием я ее вам дарю. Можете пользоваться. Так что вот так вот, Нохчевок. Un социал С. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и делитесь эфиром. Пусть люди узнают правду. О, Un социал С. Круто. Молодец. Совершенно верно. Не забывайте о своей конфиденциальности. Каждый раз я пытаюсь напоминать. Под каждым видео я вам об этом пишу. И каждый раз буду вам напоминать. Не забывайте о своей безопасности. Как найти? Приветствую. Меня зовут Ильгар, а не Марк. Извиняюсь, Ильгар. У меня есть друг Марк. У него ник тоже из... на иврите написан, да. И вот получается, что я спутал его, я так как не разбираюсь вообще, для меня даже непонятно, какая там буква, какой звук означает. И вот тут я вас перепутал. Теперь буду знать, что Эльгар это вы. Постараюсь запомнить целиком ваш ник. Так, Милана Джефферсон. God bless you, America. Приветствую, Милана. Hello. Аслан Керим. Аслан Ахцахаз Хумду или Хаз Кабу Эльчи. Иттун Кидадер Эльчи. Туэтхум. Нет, вообще новость супер, супер просто. Это даже новость, которая я выжидал реакции с российской стороны. Я дождался этой реакции. И вместе с этой реакцией вам я ее расскажу. Вам очень понравится. Вам очень понравится. Так. Минде, как Кадырова накажете? Как суд решит, так и накажем. А что, вы хотите нам помочь? Джахар Дудаев, приветствую всех. Приветствую, Джахар. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Джахар. Так. Зависает, говорит, да? Так, ну, бывает. Так, подождите, что вы тут говорите?
Модеры, как найти, говорит, модеры, народ жалуется на баны. Как вы баните слишком уж за личное неприятие, не делайте такие вещи. Баньте тех, кто задает провокационный вопрос. И еще войны отдог и тоже беш лэрамца. Да, ну, модеры иногда, конечно, начинают между собой говорить. Модеры, я вас предупреждаю, вы не должны между собой говорить, вы должны только модерировать. Иногда ваше мнение, вопрос, это приветствуется, но не вступать ни с кем, ни в перепалку и ни в какие обсуждения. И если кто-то там начнет там где-то язвить, это тоже не повод их банить. Только если оскорбления, там какие-нибудь угрозы или какой-нибудь явный тролль, когда залетает, и с ним бесполезно что-либо объяснять, тогда его да. Или исключайте на время. Там есть вот такая функция, что вы можете исключить там на 5 минут его там, да, из общения, пока он успокоится. Так, пойдем к вашим вопросам. Ну, Чобр, Казан, ты сегодня светлый и веселый. Мне это очень радует. Ну, Чобр, ну я почти всегда веселый. Но я буду поменьше смеяться. Так. Привет из Мюнхена, говорит мистер Макс. Привет, мистер Макс. Привет, Мюнхен. Тор, привет, Аслан. Как ты? Супер, Тор. Спасибо, приветствую. Как сам? Дух свободы. Аслан, с тобой все новости интересные. Вот я вас интригую, не рассказываю. Пока сейчас соберутся все. А новость вообще шикарная просто. И вы сейчас будете ждать этой новости. И она... И окажется еще лучше, чем вы ее ожидали. Представьте, какая она будет. Так. Название стрима интригующее. Надеюсь, что скоро все сбудется. Вот как раз название стрима это подсказка к тому, что какую новость я вам буду рассказывать. Самых верхов Америки. Так, обрадуйте, плиз, говорит. Так, отлично, отлично. Язвить можно тогда, говорит. Можно, язвить можно, почему нет-то? Если вы не будете язвить, то мы расслабимся тут, ну, я расслаблюсь, и нам уже будет неинтересно. Конечно, надо язвить. Ну, вот это быдлячее, матершинное оскорбление, вот оно, конечно, там не приветствуется, как некоторые быдлячие разные национальности могут себе позволить. А остальное мы все приветствуем, все понимаем. Если кто-то хочет побыдлячить там и матом говорить, там, да, ни по телефону, ни по переписке, приехали, я в Гамбурге, назначили встречу, приехал, рассказал, и вот тогда вы имеете полное право говорить и матом, и показывать, какие там у вас есть претензии ко мне. А то сидеть там где-то анонимно или не анонимно, но далеко и говорить, я не могу приехать, это все болтовня. Приезжайте, я открыт для любого общения. Всегда. Так, ну а что, Аслан, слышал, Путин уже думает, ты хочешь стать пожизненным президентом. Да, ну он это уже 20 лет уже об этом думает и прилагает максимум усилий. Так, пойдемте дальше. БМС ТВ. Аслан, если политики России против Путина, выходит, Ичкерия была права, что Путин бандит? Конечно, не только бандит. Путин убийца, массовый убийца, военный преступник, террорист, фашист. Это все правда. И не только Путин. Речь идет не о Путине как личности, да, о каком-то сморчке, который добрался до самого верха и теперь возомнил себя великим правителем. И, ну, реально подумал, что он какой-то, да, избранный Богом, помазанник Божий. Имеется в виду, в общем, коллективный Путин. Это КГБ, это скрепы русские, да, это бытовой фашизм, империализм, имперство, да, у русских, которые это то же самое, что фашизм.
Потому что империя это вот стопроцентный фашизм. И расширяясь, завоевывая военным путем, да, захватывая чужие, аннексируя чужие земли, эти страны убивают людей, кто сопротивляется этому. А как это делает Россия и русские, это не делает никто. И, конечно же, не только Ичкерия была права относительно одного Путина. Мы, Дудаев, другие наши лидеры, Дудаев очень метко и четко говорил именно про русизм и суть русского, потому что он очень хорошо понимал суть русского. Хотя Аслан Масхадов тоже всю свою жизнь прожил в советской армии, прослужил 27 лет или больше прослужил в советской армии. Очень хорошо знал Россию русских, но Дудаев очень четко расставил тогда акценты. Если кто-то хочет узнать, кто такие русские, что такая Россия, как она воюет, какие у нее цели, посмотрите 25-летней давности ролики и все узнаете. Джохара Дудаева. Научитесь разговаривать. Это совет разным европейским политикам, американским политикам, украинским политикам, грузинским политикам, всем, и сегодняшним чеченским политикам, которые там пытаются, новые сейчас какие-то появляются люди. Но есть чему поучиться у Джохара Дудаева. Поэтому, да, Россия фашистская страна, террористическая страна. Я со всей ответственностью это заявляю. Со всей ответственностью заявляю, что Россия, пока не перестанет существовать, фашистская Россия, другие народы и страны, как оккупированные, находящиеся под гнетом внутри, входящие в состав этой тюрьмы народов, так и ближлежащие, потому что по-другому не может. Не может змея или там, я не знаю, какой-нибудь хищник постоянно не потреблять чье-то мясо, да, развиваться. Он не может есть травку. Вы можете растить их в теплоте, в заботе, делать из них очень оберегать их от стрессов и разных таких сложных моментов в жизни. И все равно хищник остается хищником. Невозможно. Вообще в России вот у этого коллективного Путина, у этой КГБ, да, есть такой институт воров в законе, воры в законе. Это институт воров в законе, он полностью копирует отношения КГБшников друг к другу внутри этой системы. И для них сказать правду это позорно. Обмануть джентльмена, обмануть честного, порядочного человека, для них это удаль. Вот зэки, вот смотрите, которые там живут, вот это воровской закон, вот эти криминальные вот эти понятия их. Там рассказать неправду, это считается такой веселая история, обмануть там добропорядочного гражданина, это такой удаль, лоха развел, да? Точно так же они относятся, например, к Меркель, точно так же они относятся к английским руководителям, к американским руководителям, к украинским руководителям. По-другому они не понимают. Если он смог тебя обмануть, значит ты лох. Ты поверил ему, ты лох. А тебя надо убить, там, разорвать на куски. Это особенности русского мира, куда они приходят. Спарывать беременным женщинам животы. В Чечне это было. Разрубать человека пополам, сжигать. Сажать человека, обвязав двоих братьев на противотанковую мину и подрывать ее, это называется распыление, чтобы на куски разорвать человека. Морить холодом, голодом, избиением. Вот вы видите в Сирии, там как они отрезали человека, убили его, кувалдой забили, вот эти вагнеровцы. Это те же, кто был в Чечне, или это их младшие братья, или непосредственно кто принимал участие вот в этих убийствах. Все убийства, тот геноцид, им остался безнаказанным. И вот они теперь продолжают то же самое в Сирии, то же самое они творят в Украине, вот в Донецке, в Луганске. Послушайте, как рассказывают вот эти заложники, которые освобождены из этого плена террористов. Там неимоверно, вообще нечеловеческие жестокости.
Вы нигде не встретите таких жестокостей, ни в одной войне. То, что делает русский солдат, вот это русская доблесть, вот показать, зверствовать, убить, ну и унизить, ну все, просто все возможное. Выкалывание глаз, вырывание внутренностей живому человеку, сжигание заживо. Это все можно перечислять и перечислять. Это все русский мир, это все делают русские. И в Украине, и в Чечне, в Чечении, и в Грузии, и сейчас в Сирии. Я вам сегодня покажу моменты, где в Сирии идет бомбардировка. На этой неделе убито 18 женщин, детей в одной провинции в Сирии. Это продолжается и будет продолжаться очень долго, пока эта фашистская страна не будет остановлена. Но появился механизм, появился метод воздействования. И этот метод позаимствован у русских. И русские, вот сейчас эти террористы, руководители России, они сейчас нам начали возбухать, что как же так, это там иностранное государство, это там, ну, не имеете права и все такое. Ну, например, Джохар Дудаев был убит на чеченской земле, на своей земле иностранным самолетом. Наше высшее должностное лицо, наш главнокомандующий, русскими подло был убит. Руководство польской, вся элита польская, начиная от президента с супругой, министра обороны, и там другой, ну, около 100 человек погибло. Эти люди пригласили, точно так же уничтожили. Ну, ничего страшного. Русские не берут на себя ответственность, ну, кроме как в случае с Дудаевым, например. Ну, там, с Польшей побоялись. Американцам хватает духа уничтожить Касыма Сулеймани, главного террориста на Ближнем Востоке. Сказать, да, это мы. И мы будем делать то же самое с русскими и с Китаем, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Помпео. И я вам сегодня покажу эту новость. Это была та моя интригующая новость. И русские очень сильно не обрадовались этой новости. Так что вот так вот. Так, давайте тогда начнем с той новости, которую я хотел рассказать. Вот, зачитаю только Алексея Владимировича. Так, Алексей Владимирович из Севастополя. Алексей Владимирович, привет из Севастополя. После 4-го года многие крымчане начали понимать чеченцев. Слава свободной Ичкерии. Героям слава. Героям слава. Так, смотрите, есть такая... Около недели назад госсекретарь Помпео рассказал, что Россию ждет тот же сценарий по уничтожению высших должностных лиц, по сценарию уничтожения иранского генерала. Сейчас я вам включу видео, чтобы было понятно, а потом можно будет зачитать и еще обсудить эту прекраснейшую, шикарнейшую новость. Теперь Путин и так носился со своей дачи до Кремля, перекрыв весь Кутузовский, да, очень долго. Теперь же я представляю, как он, наверное, под землей будет, червячком ползать будет, кротом станет. Вот такие вот дела. Так. Вот, смотрите, сейчас тогда начнем с того. Мы знаем, что в Сирии есть русские наемники, убийцы, террористы, которых уже неоднократно в этом обвиняли сирийские международные институты и сирийские институты. Путин говорит, что это не имеет к России никакого отношения. Если вы помните, 200 голов, от 200 до 600 голов этих террористов американцами уже ранее были уничтожены при попытке захвата одной нефтевышки или там нефтеперерабатывающего какого-то завода, который там находился, и американцы их уничтожили. После этого, конечно, уже так с шашки наголо русские не бегут в сторону американцев. А американцы в основном находятся где-то на стороне курдов. И сейчас в данный момент такая же произошла ситуация. Сейчас я тогда включу вам видео, где Путин говорит, что, ну, подумаешь,
там какие-то нефтяные компании русские работают, и там как бы у этих нефтяных компаний есть какие-то службы безопасности. Наверное, вот эта частная военная компания наемников, русских наемников, террористов Вагнера. И вот сейчас было еще одно столкновение у них с американцами, у этих террористов. И американцы как бы дали пинков и развернули. И вот вы как раз послушайте, что говорит один американский генерал и что ждет русских террористов, если они столкнутся с американскими военнослужащими. Вот минутку внимания. Вот эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Но если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Мы не стремимся развязать боевые действия с кем-то еще, однако, как на прошлой неделе заявил министр Мэтис, если вы будете нам угрожать, это будет ваш самый длинный и худший день в жизни. Это будет ваш самый длинный и худший день в жизни. Уважаемые русские террористы, которые возомнили себя хозяевами на моей земле, в моей стране. Вам вот бросают вызов, вы тут непобедимые, такие супер крутые. Вот сидит генерал американский, говорит, это будет ваш самый длинный и худший день вашей жизни. Ну рыпнитесь. А вы не рыпнетесь, вы можете до Грузии рыпнуться, до Украины, которая у которой раздор и шатание идет, да, внутри у них идут разборки, причем с вашей подачи. Вы можете на Чечню напасть, обвинив там во всех смертных грехах нас. Но у вас душка не хватит, великие русские воины, полезть против американцев, потому что вы трусы, и мы вам показали, что вы трусы. Маленькая Чечня вам показала, что вы самые настоящие трусы. Вы можете спаривать только животы беременным женщинам, бомбить бомбами там эти. А в бою, в реальном бою, где когда равные усёли, вы абсолютно не способны воевать, понимаете? Вы просто банда мародеров и убийц. И вот вам обещают самый длинный и очень тяжелый день в вашей жизни, только если вы сунетесь. Суньтесь. Давайте, господа, покажите, какие вы храбрые. Да, Путин, лично я к тебе обращаюсь. Ты тут возомнил, мочить террористов в сортире будет, там, туда-сюда. Сейчас время приходит, тебя будут мочить в сортире. Ты стареешь, да, ты много людей убил. И, возможно, еще больше ты убьешь в своей жизни. Но ты тоже сдохнешь, понимаешь? Вот все, кого ты убил, попадут в рай, а ты сдохнешь. Мерзавец и трус. И все вы трусы. Ваше время начало обратный отсчет. Уважаемые террористы и трусы. Трусливые террористы. Ваш один генерал Шаманов показал, насколько это ваша гордость русской армии. Шаманов бежал только от слова, что боевики идут. Мы знаем, кто вы такие. И я надеюсь, теперь американцам, военным дадут слово, а не политики, которые с вами будут там размусоливать, там разные разговоры с вами вести. С вами не нужно вести разговор. С вами должен вести разговоры только психолог-переговорщик, чтобы узнать, чтобы вы там чего-то не наделали, там, или там внутри русских мирных своих граждан не поубивали, если будете выдвигать требования. И если оно приемлемо для человечества, мы будем рассматривать. А так вы должны быть полностью изолированы. Так, далее смотрите, что говорит Помпео. Так, подождите, я посмотрю. Вот сюда немножко. Так, давайте посмотрим, что говорит Марк Помпео. Смотрите, он заявил, была встреча у Помпео, он встречался, ему журналисты задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы тут совершили уничтожили там Касема Сулеймани, по этому поводу был вопрос. И он сказал, что это не единичный случай, и что это будет наша стратегия. В эту стратегию входит не только Иран, но также Россия и Китай, заявил он. Об этом есть видео на английском языке. И на это русский один
депутат, позволение сказать, да, какая страна, такие депутаты. Игорь Караченков, да, знаете такого, белобрысый такой, ну, видно, ГБшная такая рожа, или военный, ну, он у них прикидывается военным экспертом, да, в этой банде он военный эксперт. Вот давайте теперь послушаем Помпео, который сказал, что будет точно так же уничтожать, как Сулеймани, иранского генерала, точно так же будет уничтожать российских генералов и российское руководство. Конкретно он не говорит ни про генералов, ни про руководство, но говорит, что эта стратегия сдерживания будет. И я считаю, что это единственная верная стратегия с этими людьми. Только так нужно разговаривать. Причем это нужно не просто говорить при всем моем миролюбии, это надо делать. Не они должны здесь убивать людей, а там должны вот этих одного, двоих, троих поставить на место. Я после этого абсолютно убежден, что эти люди начнут абсолютно по-другому с вами говорить. Уважаемые там европейцы и американцы. В первую очередь обращаюсь к американцам. Если вы, это даже будет не Иран, никакой ядерной угрозы не будет. Они даже не ударят как сделал Иран, предупредив заранее, ударил туда, где они находятся люди, там где-то там на пустырь на территории там базы, хотя может не пустырь, но где не было американцев, их людей не было, и заранее они были предупреждены и, соответственно, были эвакуированы. Этого даже не будет делать Россия. Сразу же просто прибежит там Лавров и скажет: извините, пожалуйста, ребята, ну вот не стало Кадырова, ну уничтожили, ну прилетел дрон. Кадыров же грозился уничтожить, поставить Америку раком. Ну это прямая угроза для Соединенных Штатов. Куда еще? Человек сидит, угрожает, чтобы я абсолютно убежден, что это было строго с разрешения Путина и администрации президента. Да? Кто там сейчас есть? У них там Войно, у них там есть, потом Сурков там у них сидит, кто еще там. Ну вот эти все бандиты, которые там есть. Кириенко, да, вот этот киндер-сюрприз, так называемый, да, в России его так называли, когда он стал премьер-министром. Вот эти люди, кто-то, лично Путин сказал: да, давай скажи, поугрожай Америке. И, конечно же, если Кадыров только озвучил все это, и там может дрон прилететь с Грузии, например, в Грузии есть американская база, можно, например, лучше всего, конечно же, отработать по главному террористу. Зачем размениваться на мелкие там сошки? И все, и после этого Россия станет другой. Вопрос абсолютно. Более того, есть все основания утверждать, что президент Кеннеди был убит КГБшниками из России. И как бы это дело осталось засекреченным, да, полностью никто не назвал виновных в этом деле. Но есть ведь моменты, которые указывают, что Ли Харви Освальд, например, подготавливался коммунистами, советскими коммунистами, имел эти же взгляды. Да? Поэтому есть все основания изменить Россию, спасти 100 миллионов там, или 80-90 миллионов россиян, спасти от этого. И не только россиян, вообще все изменится в мире. Многие народы вздохнут. Если по Кутузовскому проспекту, когда будет ехать колонна, произойдет акт возмездия, акт справедливости. Так что вот такие вот дела. Вот это была хорошая новость. Сейчас я вам тогда покажу, что тут говорит Помпео. Давайте послушаем. Государственный секретарь США пригрозил России иранским сценарием. Так, одну секунду. Государственный секретарь США Майк Помпео неожиданно начал угрожать России атаками, проведенными по сценарию ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявив о готовности Вашингтона пойти на подобные шаги. По заявлению Майка Помпео, уничтожение Сулеймани является новой стратегией США по сдерживанию своих противников, причем относится это не только к Ирану, но и к России, что указывает на не просто предупреждение, а на готовность атаковать российских военных и, возможно, высших лиц страны.
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Касем Сулеймани был убит в рамках более широкой стратегии сдерживания вызовов американскими противниками, которая также относится к Китаю и России, сообщает Reuters. Что касается слов Сейчас, одну секунду. Так. Вот, вы слышали, господа. Новость прекраснейшая. Новость прекраснейшая. Наконец-то, да, американцы начали разговаривать с террористами, как они и заслуживают. С террористами только так и можно разговаривать. Об этом, конечно, они во всех каналах не протрубили. Но вот этот Игорь Коротченко заявил, что это несерьезный разговор, с Россией подобные штуки не проходят, он сказал. Ну, посмотрим. Посмотрим, проходят или не проходят. Ну вот, очень сильно они обиделись и моментально отреагировали на это, но не стали об этом говорить очень крупно. Стоит напомнить, что Россия многократно грозилась нанести ядерный удар по Америке, там, уничтожить, там, устроить там судный день, да, что они все умрут, там, попадут в рай, а все остальные сдохнут. Там. Ну, это уже первые лица говорят, да, открыто. Путин уже много об этом раз говорил. Там, его карманный Киселев много раз рассказывал, как они в радиоактивный пепел превратят Америку. Ну, короче говоря, все-таки они вот дергали, вот быку за хвост, дергали, бык развернулся и говорит, ну все, приехали. Так что, Вова, ты приплыл. Так что вот такие вот дела. УНСЦЛС. Аслан, обратись к Америке, пусть Игоря Станиславовича Прокопенко внесут в санкционный список, пусть запретят ему дышать. Обращаюсь к американцам, обращаюсь, ко всем обращаюсь. Внесите вот этого преступника Прокопенко. Кто такой Прокопенко-то, ты мне скажи? Это тот, который ведущий у них, Станиславович его отчество, ведущий вот этой программы. Сказки много рассказывал, военные вот эти. Ты про него? Ну, я думаю, его тоже давно пора внести. Так, Владислав Ушкальд. Судя по делу малазийского MH17, начнется 9 марта 2020 года в Гааге. То есть скоро. Да, отличная новость. Конечно, и этот вопрос тоже нужно добивать. Аслан, есть информация, что Дудаева убили через телефон, подаренный ему каким-то турецким министром. Насколько это правда? Да, по телефону, как мы знаем, отследили. И, ну, неважно, неизвестно, я не знаю, кем был подарен этот телефон, но звонок можно было отследить, да, при желании, если можно. Но я не могу ничего сказать. Не могу ничего сказать. Посмотрим. Будет по этому поводу разъяснение. Мы знаем непосредственно, кто был награжден за это убийство нашего президента. А время работает на нас. Никуда ничего не делось. Как только мы освободимся, конечно, мы будем привлекать к ответственности по мере возможности всех преступников. Так, пойдем дальше. Так, Маждада. Аслан, поверь мне насчет ядерного удара миф из Russia TV. Нет у Путина никаких ресурсов идти на Таранс USA. Космос и океаны контролируют США. Одних авианосцев класса Нимиц 12 штук. Абсолютно с тобой согласен, Маждада. Более того, я считаю, что
Путин изначально, даже если у него был бы ресурс, он не пошел бы на это. Взаимное уничтожение, как они любят говорить, это, ну, это все, это блеф. Это понты ГБшные. Да? У Путина и его окружения цель в этой жизни, Бог в этой жизни, это деньги. И если бы не было столько потратить, да, все время думать о деньгах, бредить этими деньгами, зарабатывать эти деньги любой ценой, и потом просто умереть, вообще непонятно, да, непонятно, как так возможно. Нет, конечно. Я абсолютно убежден, вот этот, который вот из ничего поднятый, из ничего вот этот моль, да, как его университет, Курком его называли в университете там или в службе там КГБ, молью его называли, неприметное вот это существо, называющее себя президентом, царьком уже России. Это человек без зазрения совести, вот этот железный такой великий, да, царек абсолютно станет обычным человеком, обычным гибнюком, опять прибежит к Трампу, к другому президенту Соединенных Штатов, к Помпео и начнет просто кланяться и умолять там пощадить. Это 100%. 100%. Гибнюки это даже не военные у них. Военные-то могут дать еще отпор. А гибнюк, он всегда прикрывался. Самые большие трусы и подлецы это у них вот эти ФСБшники и КГБшники. Они могут только вот запугивать. Потому что сами боятся. Саша Миньяминов. Добрый вечер. Аслан, добрый вечер. Правда, что Меркель и Макрон Путину продались? Нет, неправда. Абсолютная неправда. Я не знаю, почему Макрон себя ведет. Но знаете, я думаю, их шантажируют теми же беженцами, которые могут просто, опять он начнет массово бомбить, и все сирийцы побегут опять сюда. И он просто, ну, люди вынуждены, по каким-то, может кого-то там, может где-то у кого-то, да, Меркель, я не сомневаюсь, но Макрон как-то резко изменился, что может быть какая-нибудь там финансовая составляющая, коррупционная составляющая, или какой-нибудь компромат ранее совершенных там деяний. Не знаю, я не буду гадать, потому что я не знаю президента Франции. Я знаю, что на последней встрече он себя вел как я не знаю, влюбленная дама, короче, или наоборот, там, юнец, влюбленный в даму. В рот ему смотрел, и просто противно было смотреть. Меркель себя всегда ведет нормально, и к Меркелю вопросов у меня вообще нет. Так я не знаю более ничего. Так. Камикадзе. Ассаламу алейкум. О, как думаешь, Тимур Дугазаев стукач? Если да, то я могу с ним разобраться. Ва алейкум салам. Камикадзе, ну ты уже, название у тебя даже, смертник. Я не понимаю, вот такие люди, как ты, смертники, по факту, камикадзе, они все такое. Почему вы доживаете вообще до этих дней? Здесь столько несправедливости в этом мире. Как можно стукач он или не стукач? Ну, посмотри, сколько лет он сидит открыто говорит. Если бы ты его бы собирался что-то с ним сделать, разобраться, ты бы давно бы это сделал бы, ты бы сюда мне не написал бы, понимаешь? Просто написать, волков понаставить, наверное, тебе 14 или 13 лет. Так. Как найти лунный свет? Так, это лунному свету.
Стигал Герман. Аслан, салам, ты наблюдал, как Кадыров использует авторучку во время разных своих заседаний? Было бы интересно посмотреть, что он там. Да, ну отвлекает себя, чтобы... Так, поехали дальше. Елена Орлова. Надеюсь, после моли они руки как следует отмыли. Да, было бы хорошо, если бы они сами не встречались, конечно. Ну, независимые страны, конечно, их лидеры вольны решать сами, как себя вести. Так, Wanted Бандо. США или НАТО с Рашкой... США или НАТО с Рашкой, надо воевать, пускай немножко оружия подкинут, мы их сами уничтожим, потому что лучше нас никто не знает методы и способы войны с ними, пару месяцев хватит, говорит Wanted Бандо. Не надо нам воевать, мы воевать больше не будем, спасибо. Мы будем наводить порядок, диктатура закона у нас будет. Так, пойдемте дальше. Персона нон грата. Аслан, можешь сделать расследование об убийстве иностранного сотрудника Красного Креста из Старых Атагах в 95-96 году? Да, это будет очень интересно, кстати говоря. Ну, надо поискать информацию. Скиньте мне, если можете, помогайте, господа. Кто-нибудь, вот, ну, персона нон грата, вот раз ты уже предложил, действуй. Собери информацию, скинь. Заодно обсудим с тобой там. Можешь мне на e-mail написать, можешь в Facebook, все вот в описании под видео есть. Можешь написать мне в Instagram, обсудим и составим. Да, это вы сделали ФСБшники, тогда это ФСК, было ФСКшники. Для того, чтобы убить сотрудников, чтобы нам не помогали, прямо нам мешали нам. Ну и плюс нас дискредитируют, сказали, что это мы. Конечно, это делали они. Об этом есть даже видео, какой-то КГБшник сбежал от них и рассказывает об этом. Так, Грин, ахаха, в очках мудрый мужик, приятно слушать вас, спасибо. Так, Камикадзе что пишет, ты лучше знаешь, но он твой сосед, говорит, ты лучше знаешь. Камикадзе, в чем проблема? У тебя нет денег приехать здесь, и он не мой сосед, он не живет в Гамбурге. Но даже если он живет в Гамбурге, какие вопросы? Приезжай, я тебе билет куплю, если тебе денег нет. Вышли тебе денег. Давай, а то умники тебе. Умники ты. Ты что разобраться хотел? Ты же волк у нас. Давай приезжай. Я тебе оставлю деньги где-нибудь там. Возьмешь на билет или... Напиши свои данные, фамилию, имя напиши свое. Я тебе пришлю деньги. Можешь в личку мне написать. Сюда писать не надо. Я тебе пришлю. На дорогу приедешь, я тебе покажу, можно созвониться, найти его. Ну, открыто, конечно, да, ты же подлость делать не можешь, ты же как, открыто же к нему идешь. Ну, конечно, открыто, не карауля его там, приедешь, скажешь, ты стукач или нет, сам ему вопрос задашь. Правильно? Ты можешь задать такой вопрос перед тем, как какие-то, мое мнение ты там спрашиваешь, других мнений. Надо человеку задать, ты стукач, он скажет, да, я стукач, вот, я вызываю тебя на бой. Нет, я не стукач. Ты скажешь, а у меня вот есть факты. Ну, так же это надо делать, да? Поэтому, если у тебя нету возможности, я могу тебе помочь добраться. Адрес я его не знаю, но знаю город, где он живет. Киль, по-моему, его город называется. Володя Сидоров. У всех чиновников дети живут за границей. Россия никогда не будет применять ядерное оружие против Запада. Остается Воронеж. Да, Володя Сидоров. Воронеж они бесщадно бомбят. Вообще. Бедный Воронеж. Так. Еня, почему Израиль так тепло встречает Путина? Это очень-очень плохо, что Израиль так себя повел. Привел главный отрицатель, как американец выступал, да, вице-президентом, по-моему, да, выступал и сказал, что выступает Путин, да, террориста, убийцу, который устроил этот же Холокост в Чеченской республике Ичкерия,
евреи Израиль пригласил, ему дали слово, и он выходит и говорит: о, как плохо было то, что был вот этот Холокост, как плохо, что убили 6 миллионов там, евреев и так далее. При всем при этом он всячески поддерживает человека, президента вот, Иран, страну Иран, этого Башара Асада, главных врагов Израиля, который отрицает существование Израиля, готовы устроить геноцид от мала до велика над всеми евреями. Израиль приглашает вот этого человека и заявляет, ну, дает ему слово с такими почестями. Просто позорище. Я понимаю, что какие-то надо дела делать, встречаться, какие-то переговоры вести. Ну, на этот день Холокоста просто испоганили вообще весь день и все мероприятие, пригласив этого мерзавца. Позор просто. Виснет, да, Елена? Виснет. Ну ничего, поддержимся. Випком. Как вы относитесь к украинским футбольным болельщикам? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отличная просто кричалка, и очень хорошо отношусь к украинским футбольным болельщикам. Так. Да, надо это. Бесполезно с ним разговаривать. Надо этого. Камикадзе, он, видимо, какой-то комнатный камикадзе. Так, Мухаммад Рядовой, Аслам Салам Маршал Ол, Сделер Салам Маршал Войр, Мухаммад Рядовой. Как найти лунный свет? Так, это между собой наши товарищи общаются. Хорошо постараюсь, говорит персона Града. Отлично, персона Града. Будет очень хорошая поддержка. Если ты накидаешь, можно будет эти ролики составить приблизительно, если ты владеешь ситуацией, раз ты ее затронул, видимо, ты владеешь ею. Ну, было бы очень хорошо бы сделать. И нам нужно вот эти большие хотя бы эти пятна лжи, которые на нас уже годами висят, потихонечку очищаться. Явилась истина и изгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Да, мула. Унсоциалес, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и делитесь эфиром. Пусть люди узнают правду. Кто-нибудь из модеров, можете вы взять вот мой позавчерашний стрим на чеченском языке, ссылку сюда с описанием, что этот стрим позавчерашний на чеченском языке, и закинуть, чтобы можно было тем, кто не смотрел позавчера мой стрим, можно было посмотреть. И под видео потом тоже оставить. Так, поехали дальше. Дядя Сэм, телефон с американского спутника звонил же. У России таких гаджетов не было. Пользовались связью со спутника. Спутником пользовались, да. Но отследить звонок, место могли и русские эти службы слежения. Нам рассказывали, да, я задавал этот же вопрос Полу Гоболу, он сказал, что он так не думает, конечно, он знать не может, но он так не думает, что американцы причастны к этому. Но он сказал, что я знаю одно, говорит, что русские заинтересованы, чтобы вы именно так думали. И, конечно, русские нам всячески, по-всякому рассказывают, как они убили Джохара Дудаева с помощью американцев. Это все ложь, абсолютнейшая. Я не верю ни одному слову русских. Так, ГПУ Туркс. Аслан, уже есть призывы к ликвидации госслужащих среди касты свидетелей СССР. Я думаю, это перспективный звоночек. Как думаешь, если начнут гасить приставов, ментов, разрастется это? Я думаю, на самом деле, если бы, конечно, вал был бы, не мочить, а вот недовольство, то было бы что-то. А единичные вот эти отстрелы, как вот сейчас выскочил вот этот с Подмосковья парень, расстрелял здание и несколько вот ФСБшников,
на Лубянке. Но это акт отчаяния, это не приводит к ничему. Поэтому сопротивление должно быть мирным, на мой взгляд. Убивать ментов, убивать это, ну, это то, что им нужно, КГБшников. Они для этого тогда мобилизуют еще людей и начнут уже убивать мирных граждан, обвиняя их там. Ну, то же самое было в Чечне. То же самое они всех подряд обвиняли и убивали. Поэтому я за то, чтобы мирное сопротивление. Если же кого-то надо сдерживать и наносить какой-то удар, то это должны делать страны, которые имеют такие возможности, помочь русским. И русские должны попросить, да, этот же там дрон американский, чтобы летал и курировал вот этот Кутузовский проспект, чтобы ждал, пока там Вова прокатится. Ну, или еще там какой-нибудь способ начать. По-другому, только мирным способом. Я думаю, нет возможности просто гасить. Ментов, приставов, это они ноль. Эти приставы, менты, это ничто. Это точно так же, как там, в Чечне убивать там вот этих молодых ментов, набранных чеченцев, которые, ну, убиваешь, да, чеченца, убил чеченца. Они друг друга, их родственники возненавидели. Да, вот, и все. А толку никакого. А режим укрепляется, который все сильнее, сильнее, сильнее. Даже у нас как бы переодевались, короче, КГБшники, русские эти террористы, переодевались в форму наших партизан, там, с бородами они там, с ихними там, ну, их вид приобретали, их формы брали, говорили на нашем языке, убивали ментов, потом менты, потом переодевались и потом расстреливали там мирных граждан, да, как будто это сделали там менты-кадыровцы. И вот так они нас стравливали, сжигали дома партизан наших. Ну, вот такого вот плана они стравливали. Я думаю, что это не принесет только вот массовый выход на митинги, вот то, что было в Украине. Только так. Вот, полностью парализовать. 1 миллион человек на Красную площадь. Расстреливают, не расстреливают, тут стоять. Вот тогда, да, тогда деваться некуда. Чтобы клич, чтобы со всей России съехались, палатки закупить, там, как положено, да, как в Украине, ну, учесть еще все их моменты, которые они там, просчеты, брать в этом смысле украинцев в консультанты и полностью разрабатывать эту операцию. Это если внутри России уже нагнетание начнется. Ну и, конечно же, американские дроны должны кружить над Кавказом. Вы знаете, что американские разведчики летают над Чечней и с территории Грузии прилетают над Чечней, и разведчик контролирует, смотрит, и русские недовольны, высказывают свои недовольства, но ничего поделать не могут. Против, как говорится, лома нет приема. Ну, то же самое могли бы курировать вот постоянно эти дроны, да, вот с Черного моря, с Каспийского моря, зашел бы авианосец. Ну, и нужно, ну, я думаю, американцы, мне их учить не надо, они прекрасные, у них военные, прекрасные генералы. Я думаю, не чита русским вот этим алкашам, которые там с пропитыми рожами, которых мы видим на экранах, как суперэкспертов и супер великих стратегов русской армии. Так, Чечен Борз. Елена Орлова сейчас зачитает. Думаю, если все страны Кавказа обеспечат всем новейшим вооружением, то в течение нескольких месяцев утилизируют весь Мордор. Да, Елена Орлова, совершенно верно. Может быть, это вы правы, наверное, совершенно верно, может быть, вы правы. Но я бы за то, чтобы кавказцы не воевали. Я за то, чтобы, кавказцы в основном это чеченцы несут это бремя, и Северный Кавказ, если брать, да, несли вот эти последние 25 лет, раньше все эти годы мы несли. И опять нам это надо будет. Мне хотелось бы, чтобы наша молодежь сохранилась вот с этой пассионарностью, с этой смелостью, с этой силой, чтобы они остались живы. Чтобы они чуть-чуть переболели этим, повзрослели, да, когда ты 20 лет и 25, ты один, в 35-45 ты другой. Поэтому я хотел бы, чтобы кавказские молодые люди
не убивали их. Мы за то, чтобы русские поднялись и в России убрали всех вот этих своих мерзавцев. И тогда мы с нормальными русскими, нормально демократическими русскими, которых немного, но я надеюсь, волна революции, волна протестов поднимет эти, не которых нам сейчас рисуют вот эта путинская, вот эта ГБшная пропаганда, и Навальный, и Яшины, там, ну вот этот бред просто, сын генерала или там, раньше он полковником был, я его спрашиваю, Гудков, да, младший, Дмитрий, ну, то же самое, ГБшные вот эти кадры все выходят, и русские, вот, их показывают и говорят, это такие вот оппозиционеры. Никакие они не оппозиционеры. Это из той же когорты, из той же группы люди. Я бы хотел бы так, я бы не хотел бы новейшее вооружение, конечно, я бы хотел бы для нашей страны, там, для Кавказа тогда в целом, ну, если войдем в НАТО, у нас будет все вооруженное, новейшее вооружение. Вопрос, возьмут ли нас еще в НАТО? Я тут, НАТО, мне все уже, как мы пойдем в НАТО, ты предатель Родины. Еще вопрос, возьмут ли нас в НАТО вообще? Вот такие вот дела. Так, пойдемте дальше. Чечен-Борс. Ассаламу алейкум, Аслан. Кадыров Рамзан в своем стресс-конференции сказал, что в тюрьмах нет пыток, никого не мучают, что хорошо нашим кавказцам живется. Скажи пару слов, пожалуйста. Алейкум салам, Чечен-Борс. Конечно же, и мучают, и, конечно же, Кадыров очередной раз врет, нагло врет, по-русски нагло врет, так как по-другому врать и не умеет, он их холоп, их пехотинец. Пытки есть, убийства есть, очень жестокое обращение. Кстати говоря, я вам вопрос, который тоже нельзя пройти стороной, и надо об этом обязательно сказать. Сейчас одну минуточку, я вам сейчас найду эту статью. На Эхо Кавказа вышла статья именно про пытки. На Эхо живыми кавказцев из российских тюрем выпускают не всех. Написала Эхо Кавказа, и я бы вот это подразделение Радио Свободы, очень хороший ресурс. Ну вот тут пишется очень много вот таких интересных моментов, кого пытают с фактами, вот кого пытают, как пытают. Очень интересно и полезно. Вот в российских тюрьмах последние полгода возросло число убитых заключенных чеченцев, которые до освобождения оставались считанные месяцы. Об этом рассказывают сокамерники погибших, сумевшие выбраться из застенков живыми. По похожим схемам погибают также дагестанцы, ингуши, представляющие, по мнению федералов, угрозу властям. На прошлой неделе ЛИУ-33, лечебно-исправительное учреждение города Мариинска Кемеровской области, был зверски убит чеченец Тимур Хасанов, который отсидел почти 16 лет за участие в военных действиях против федеральных сил, так называемых федеральных сил. По свидетельствам сокамерников, черное от побоев и с кровоподтеками тело убитого было в спешном порядке выдано родственникам, а также спешно захоронено в Чеченской Республике. Скрытия тела не было, и причина смерти не ясна. Родственники забрали тело и до восхода солнца предали земле, что я считаю неправильно. Вскрытие нужно обязательно в таких случаях делать. Жене в Германию из ЛИУ-33 прислали короткое письмо с извещением, что материалы о смерти Тимура Хасанова направлены в следственный отдел по городу Мариинска. И так далее. Вот вы можете посмотреть и почитать. Это сегодняшний. Это за 31 декабря. За 31 марта 2017 года, двухлетней давности. Но очень полезная, нужная информация. Для того, чтобы знать, что происходит в России. Вот такие вот дела творятся в российских тюрьмах и давным-давно творятся. Конечно же, это ложь, которую очередной раз Кадыров несет. Мучают и убивают.
Так, Ибрахим Билхарой, ассаламу алейкум. Асан, как считаешь, Ингушетия отделится вместе с Чечней? Ва алейкум салам, Ибрахим. Я считаю, что было бы хорошо, если бы Ингушетия отделилась. Но тут есть юридические процедуры. Но и эти юридические процедуры можно будет избежать, если Российская империя, Российская Федерация, так называемая, она развалится. И тогда, ну, я вообще за то, чтобы весь Кавказ стал единым государством, единым союзом, конечно. У каждой свое руководство, свои атрибуты будут государственные. Но при всем при этом я за то, чтобы, конечно, весь, тем более, что, ну, должны все, конечно, быть. Ну, я считаю, что если развиваться, конечно, было бы хорошо. А гадать я пока не знаю, Ибраим. Мистер Ахтунг, ассаламу алейкум. Что скажешь про ребят, которые показались у Русмартана на ЧГТРК? Алейкум салам. Напомни, я что-то пропустил. Так, Адам Грузин, я просто не знаю, о чем ты говоришь. Может, забыл я. Адам Грузинский, Асан, как только в России начнется бунт, в каком положении будет ЧРИ и какую позицию будет поддерживать КРА? Адам, ну у нас одна ситуация. Мы независимая, временно оккупированная страна. Это у нас одна только будет. Мы будем в этом положении. Поддерживать, например, русскую революцию я не собираюсь. Ну, есть только там морально поддержать. Все. Как они поддерживали нас. Их очень мало было, тех, кто нас поддерживал. Но они были. И честь им, хвала этим русским людям, которые нас поддерживали. И я больше принимать участие не собираюсь ни в какой поддержке. И других призываю то же самое. Никакого вооруженной помощи, финансовой, экономической. Я думаю, русские должны сами справиться. Если хотят консультаций, они могут получить ее у нас. Потому что мы привыкли, что... Вернее, русские нас приучили к тому, даже эти оппозиционеры, да, что вот они как бы тут, и вот мы должны к ним обращаться. Нет, если настоящие русские оппозиционеры, демократы, настоящие демократы, которые хотели бы свободы и развития, цивилизованного развития своей страны, они должны учиться у нас и у украинцев, и у грузин, которые уже сделали это. Если как бороться, вот мы можем стать консультантами. Они должны к нам приходить и говорить, пожалуйста, расскажите, как нам вести борьбу. Ну, смотреть наши ролики, интересоваться, как себя ведет Ахмед Закаев, ну и так далее. И смотреть, как мы организуемся и так далее. Им у нас есть чему поучиться. И у украинцев у них есть поучиться. А не мы им должны быть. Поэтому мы останемся в той же позиции. Это может быть неприятно и некоторым русским, которые хотели бы, чтобы чеченцы им помогли. И я думаю, просто если бы мы поможем, мы опять останемся крайними. Они опять новые. Не те, кому мы поможем, а вот новые нас опять предадут. Как краснопузые нас предали, как демократы, так называемые, ельциновские, нас предали, как и ранее они нас еще предавали. Поэтому я считаю, урок извлечен достаточно. Мы можем морально, консультативно помочь в этом плане. Какая будет позиция у Кадырова, ну тоже понятно. Кадыров будет стоять все время за Путина. Другой его терпеть не будет. Даже если придет Гиркин, который такой же, если не похлеще самого этого Путина, Кадырова сольют. Никому не нужны старые грехи. Можно их новые наклепать, а его сольют, скажут, ну давайте. Да, это все было, даже то, что Кадыров не делал, все повесит на него. Я раньше говорил и сейчас говорю, Кадыров это вешалка, на которую будут вешать трупы. Только для этого он используется. Но так как сам недоцарь Путин очень богатый человек, то, конечно, его вешалка, супервешалка, она тоже очень богатая. Но ты ничего не заберешь Кадырова с собой. Ты останешься крайним. Более того, на растерзание еще отдадут там и честь, и имя, и репутацию, и всю твою семью. Вот эти люди, вот эти КГБшники. У Кадырова самое плохое положение. Ему и от русских пострадает, не станет Путин, а Путин лет на 20, 25-30 старше него. По-любому Путин умрет лет на 20-30 раньше, а мы кавказцы долгожители.
Поэтому Кадыров бы пожил бы дольше, но ну, по большей части долгожителей. Поэтому не очень хороший выбор твой папа сделал, Кадыров. Не очень, это вообще он во всем виноват, он Бадыгдиза. И не когда он перешел на сторону русских, а когда он в медресе поехал учиться, и твой дедушка ему разрешил туда поехать учиться, когда там всех вербовали. Я об этом ролик снимал. Там готовили кадров, вот в этом медресе. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Так. Аслан, он не твой уровень, говорит Чечня, не Россия. Так. Вот, Адам Грузинский, ты лучше повторяй эти вопросы, потому что я, когда что-то говорю, я не читаю ваши вопросы. Я отвлекаюсь, там, смотрю где-то что-то, думаю, что-то говорю, и потом я перелистываю. А когда надо еще сосредоточиться, вот, я иногда пропускаю. А так, Адам, ты молодец, конечно. Нам с тобой надо выйти на связь, Адам, кстати говоря, и поговорить, пообщаться. Надо, как говорится, познакомиться, Адам. Так, ты напиши мне здесь, можно? В WhatsApp, в этот, Instagram напиши или куда-нибудь. Нил Армстронг. Аслан, как ты смотришь на то, что Кавказ присоединится к Турции? Ответь, пожалуйста. Я считаю, что мы никому не должны присоединяться. Мы абсолютно, абсолютно самодостаточный народ, нация, кавказская нация. Да? У нас супер великая культура, великая красивая культура. Нам не нужно никуда. У нас есть Грузия прекрасная, прекрасный Дагестан, прекрасное Каспийское море и Черное море. У нас супер все. Нам очень-очень не нужно ни к кому присоединяться. Ни к Турции, ни к кому бы то ни было. Спасибо. Союз, друзья, общение, но мы должны быть независимы. Мы 400 лет без помощи Турции сражались не для того, чтобы присоединиться к Турции. Если Турция хочет, она может присоединиться к нам, к Кавказскому союзу. Мы будем рады. Так, реалити French English. А в НАТО еще как возьмут? Кавказ это стратегическое место. Ах, ха-ха-ха-ха-ха. Твои уста да богу в уши, always reality French English. Не все так однозначно, не все так. Есть территориальные, например, у Грузии есть территориальные вопросы, именно поэтому Абхазию и аннексировала, оттяпала Россия, сейчас Южную Осетию оттяпала по такому же сценарию, что как бы Грузия уже морально-психологически готова была распрощаться с Абхазией, чтобы войти в НАТО и получить какие-то гарантии безопасности. Но получилась сейчас Южная Осетия. Поэтому это такие спорные моменты. Конечно же, я думаю, что Чеченская республика Ичкерия, когда войдет в НАТО, это будет, ну, во-первых, ты прав, что это, да, Кавказ это стратегическое место, и оно важно для НАТО, но есть условия, юридические свои какие-то процедуры, бюрократические процедуры. Чеченская республика Ичкерия будет жемчужиной в военном союзе, военном альянсе блока НАТО. Я думаю, мы там очень хорошо будем смотреться. Я думаю, мы принесем много пользы миру для созидания. И это будет намного больше действенная помощь. Мы можем влиять на ситуации, да? Нас мало, мы небольшая будем страна, которая будет иметь там процентные, там, может, голоса какие-нибудь имеются, не знаю, как у них там все это и подсчитывается, но влияние мы будем хоть какое-то иметь, чем мы вообще за дверьми находимся в НАТО и не имеем такого влияния. Вообще никакого не имеем. Миридов Кюри, Чере и село Знаменское. Аслан, России скоро конец. Все останемся живы. Началась эпоха движения за независимость и самоопределение современных больших и малых национальностей в мире. Далмула, Миридов Кюри. Далмула. Дядя Сем, этот фильм про Россию будет длиться, пока падишах не помрет. Я не знаю,
О каком падишахе речь, если о Кадыре нет. Кадырова нет, ну пока постпутинская Россия. Нас интересует, нас, граждан Чеченской Республики Ичкерия, интересует постпутинская Россия. С террористом Путиным договориться невозможно. Мы сделали все возможное, чтобы попробовать договориться. Нет, этот мерзавец не договороспособен. Он разговаривает только, когда его приведут в Гаагу. Вот с ним тогда можно говорить. Все. Мы готовимся, чеченцы, граждане Чеченской Республики Ичкерия, готовятся к постпутинской России. Как это произойдет? Заболеет Путин. Кстати говоря, когда здесь был, сейчас в Германию, в Берлин приезжал этот террорист со своей бандой на переговоры к Меркель, ему, говорят, стало плохо. Была такая информация, очень плохо стало. И вы не представляете, все радовались, так радовались. Вове плохо, Вове плохо. Дай Бог, чтобы умер, все говорили. Честное слово. Кому не скажешь, дай Бог, чтобы быстрее умер. Вот такие вот, Вова, тебе слава в мире. Да, Вова. Поэтому постпутинская Россия будет с тем, с кем мы будем разговаривать. Ну, наше руководство будет разговаривать. А мы будем доносить информацию, какую мы видим, даже правдивая, какой бы она ни была, горькая или не горькая. Так, пойдемте дальше. Украина стал. Аслан хотел спросить. Спрашивай. Украину, Грузию и подавно ЧР не возьмут НАТО. И близко даже не будет. Но это все сказки, Аслан, говорит дядя Сэм. Дядя Сэм, это ты сказка. Почему это сказки? Все возможно. Почему нет? Чего ты так пессимистично настроен? Все будет отлично. Плюю на предательство. Уже США сообщила, что будет мочить русских главарей. Абсолютно плюю на предательство. Абсолютно верно. В начале ролика, ну, минут 5-10 от начала, может быть, чуть позже, ты можешь послушать, там есть вставки, это видео я делаю, я это все рассказываю. Да, конечно, сказала, будет мочить русских главарей. Что это будет стратегия, что уничтожение вот этого Сулеймани это только часть большого плана, который будет по сдерживанию как Ирана, так и России. Так что привет всем. Так. Да, Адам Грузинский, совершенно верно. Будем есть чипсы, попкорн и пить колу. Плюю на предательство. Даем от эфира название чего громкий хуляса, а соответствует дешется хуль. Мацхуль. Мацахилля соответствует деша. Мац. Где конкретно? Вот сейчас я написал, США будет мочить русских главарей. И именно об этом США и сказала. А тебе просто только что мне вот гадость сказать, правильно? Ты же так не думаешь, правильно? Тебе просто пришел ты, я тебя здесь не видел раньше. Пришел, сказал гадость, и все, ты герой. Анонимный герой. Нормально? И время такое, анонимных героев сейчас. Так, пойдемте дальше. Мага Демогам. Ассаламу алейкум, Асан. Надеюсь, этого сортирного делмастера, если не будут мочить, то хотя бы накажут. Будем надеяться. Будем надеяться.
Адам Грузинский. Аслан, вот подписывайтесь на канал Адама Грузинского. Отличный канал. Но он вырезает мои ролики, где-то как-то делает. И еще другие заливает. Только начинает, но очень активен. Подписывайтесь. Адам Грузинский. Вы узнаете много того, что если вам неохота смотреть все мои ролики или какие-нибудь другие ролики, будет интересно посмотреть частями, вырезки из моих роликов. Так, пойдем дальше. Елена Орлова, я бы желала, чтобы моль утилизировали в прямом эфире, как это было когда-то в Турции Шакали Кампу. Помните? Помню, когда этого ихнего дипломата какого-то подстрелили, молодой турок подстрелил. Так, УНСЦЛС, Аслан, мобильный взвод работает. Отлично. Да, у нас все отлично. Канал Адама Грузинского. Вот подписывайтесь, дорогие мои подписчики. Валерий Новодворский. Аслан, что скажешь про канал Антитеррор ЧРИ? Отличный канал, отличный канал. Ну, ничего плохого сказать не могу. Все делает грамотно. Недавно начал, более 35 тысяч подписчиков уже. Здесь в Европе он живет, парень. Очень талантливый парень и очень четко все делает. Мне нравится его работа. Надеюсь, не испортится канал, имеется в виду. Так, Дилшод Саидов. Салам алейкум, Аслан. Русским и американцам надо бороться за эту землю, а я думаю, мусульманам не принадлежит эта земля, и мы принадлежим землю. Так справедливее, по-моему. Не знаю, о чем ты? Ну, справедливость – это хорошо. Так, давайте тогда, у нас время уже заканчивается. Так, я вам это показал. И я бы хотел рассказать про то, что сейчас происходит в Сирии. В Сирии и в Китае. И на этом можно завершить. В Сирии идет опять бомбардировки идут, опять убийства идут. Я сейчас минутный ролик вам покажу, чтобы вы увидели, что происходит в Сирии. Это сегодняшние дни, это 24 января, то, что сегодня в каком виде, в каком состоянии находится город Идлиб в Сирии. Гибнут каждодневно, ежедневно под русскими бомбами, асадистскими бомбами гибнут мирные люди, женщины и дети, к большому сожалению. Мы должны к этому привлекать внимание по мере нашей возможности и доносить эту правду, не забывать об этом. Это очень страшное преступление, которое совершает Россия, которое обязательно аукнутся России. Давайте посмотрим 1 минуту на Сирию.
Это были кадры из Сирии, из города Идлиба. Каждый день русские террористы тренируются и убивают женщин и детей. Как об этом заявляет главный террорист России и мира Владимир Путин. Также хотелось бы рассказать про ситуацию, которая происходит в Китае. Да? В Китае сейчас вспышка нового вируса. Гибнут люди, есть уже около 17 человек погибших и много госпитализированных. Город, 11-миллионный город взят полностью в блокаду. У него сейчас там какая-то ведется работа по предотвращению распространения этого вируса. И вот на BBC я тоже сейчас выставил вот этот ролик, чтобы вы посмотрели, что происходит непосредственно в Китае. Тоже это займет пару минут. Hand hygiene. Wash your hands often. Don't rub your nose and mouth. Please take care if you are ill. Put on a mask. If you go into a crowded place, put on a mask even if you are not ill because others may be.我不担心，我觉得咱们国家的防控系统应该还是靠谱的吧，还是可以的。我比较相信咱们国家的卫生防控系统。哇，这不就戴上口罩了吗？你担不担心？他不知道。确实是我知道这事儿。OK， 好好，谢谢。当然了，说啊，口罩都得戴。Вот такие новости у нас сегодня. Так, кстати, на этом, в принципе, я думаю, можно заканчивать наш эфир. Можно еще 5 минут поотвечать на ваши вопросы и закончить. Так, давайте почитаем, что вы тут пишете. Смерть Китаю, говорит. Нет, смерть Китаю мы говорить не будем. Персона нон-грата. Лунный свет. Надо везде при любой возможности называть Россию только как страну-террорист и никак иначе. Совершенно верно. Страну фашистской формы правления. Фашистская страна, руководимая террористом. Так. Беньямин Гольц. Вы сделали админом Чечня не Россия за ненависть к мусульманам, говорит. Беньямин Гольц. Ты печешься мусульман с какой целью? Чечня не Россия абсолютно никакой ненависти к мусульманам не проявляет.
Чечня, не Россия проявляет ненависть к агентам русских, которые притворяются поборниками ислама и ведут абсолютно разгульный образ жизни, который нам демонстрирует просторы интернета. И он говорит, чтобы чеченцы, которых обманывают вот этими разными двумя-тремя словами, там, машаллах, баракаллах фик, там, и так далее, он призывает не обманываться. Он истинный, настоящий чеченец, мусульманин, который заступается за свой ноги, говорит: эй, не будьте бедуинами, будьте мусульманами-чеченцами. Не надо во всем подражать там кому-то. Причем людям, которые абсолютно не квалифицированы в этом. Да? Абсолютно безграмотные люди просто болтают, сидят. И вот он говорит: пожалуйста, не ведитесь на это. И он за мусульман, Беньямин Гольц. А вы тоже за мусульман, да, Беньямин Гольц? Больше, чем Чечня, не Россия. Так. Фу, налетели тут разные. Фу, набежали, короче. Видимо, не могут они. Если вам не нравится то, что я говорю, то, что делаю, ну идите там к бедуинам на сайт, там занимайтесь этим. Пришли тут сионисты, зачищают Сирию, говорит. Они же тогда русских чеченцев столкнули в 2014 году с Украиной. Это вообще бред просто. Человек сидит и бред рассказывает. Поэтому... Ладно, банить не буду, но заслуживает бана. Так, всем пока, говорит. Ох, пока, спасибо, пока. Так, антитеррор Чили. Более лицемерных людей, как в вашей организации, еще не встречал, говорит. Более лицемерных людей, как в вашей. Антитеррор Чили. Кого ты имеешь в виду? Какой организации? Иван Владимирович, ассаламу алейкум, Асан. Ты считаешь, что вместе со смертью Путина рухнет режим КГБ? Нет, я так не считаю. Ва алейкум салам. Я так не считаю, что он рухнет. Я очень рассчитываю на то, что вместе с Путиным, который завязал на тебе все, рухнет, или же вместе с ним, или после его смерти рухнет тюрьма народа в России, на которой держится режим КГБ. И вот тогда наша задача подготовиться к этому, быть готовым к этому и обозначить с помощью международного сообщества, международных институтов, предоставить им честное, справедливое судебное разбирательство. Вот что мы им должны предоставить. Это должно быть железобетонно. Потому что если этого не сделают США и европейские страны, никогда они не будут жить нормально и развиваться нормально не будут. Это факт. Так. Так, брат за брата, альхамдулиллах, ассаламу алейкум, брат. Как ты думаешь, чеченцы и ингушей специально разделили, потом провоцируют между собой, чтобы легче потом было бить? Ва алейкум салам. Конечно, мы один народ. Нас специально разделили, нам внушили, нам вдолбили, что мы разные народы. Потом начали рассказывать, что ты такой, ты сякой. Это все делает Россия. Все зло, то, что на нашем Кавказе происходит, идет от России. В мире 80-90% идет от России. 100% на Кавказе зло от России. Нет России, мы отдыхаем, мы развиваемся, мы живем, мы цивилизованные люди. Посмотрите Швейцария, посмотрите другие страны, которые здесь живут. Эти народы не намного больше нас, а есть некоторые, которые меньше нас. Страны, государства, которые тут в Европе находятся. Все живут, процветают. А чем мы хуже?
Чем мы не можем развиваться, вносить свой вклад в развитие человечества, развитие Европы? Мы часть Европы. Мы, Кавказ, самые высокие горы в Европе. Мы юг Европы, восток, юго-восток Европы. Мы прекрасная часть этой Европы, этого континента. Мы на задворках давим, нас находимся в тяжелейшем вот этом угнетенном состоянии, в котором русские сами находятся, нас туда же. Как говорил Джохар Дудаев, сами находясь по горло в дерьме, они не пытаются вылезти оттуда, а других пытаются втянуть обратно. Вот что они представляют. Ладно, на этом наш эфир закончился. Всего самого хорошего. Всего самого хорошего. Спасибо, что поддерживаете. Вот рекламу, я вот вам напоминаю, вот канал Reality Life на чеченском языке. Позавчера у меня был стрим. Призываю всех пройти по ссылке. Вот сейчас я еще раз закину сюда. И под видео тоже я закину. Прошу всех присоединяться и подписывайтесь, распространяйте. Всего хорошего, спокойной ночи. Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры. Ждите еще лучших новостей. Следующий стрим будет в понедельник, в 21:00 по берлинскому времени. Ассаламу алейкум. Всего хорошего, друзья.